в городе Якутске. Welcome, ladies and gentlemen. We're starting the second day of award Вас ceremony снова of the приветствует World Центр Master спортивной Wrestling подготовки «Триумф» Якутск. У нас завершается второй соревновательный день чемпионата мира по масс-рестлингу. А четвертое по счету соревнования принесли очень много эмоций всем и участникам, и болельщикам, всем организаторам. Конечно, большое спасибо. На высоком уровне были проведены соревнования на самой большой арене нашей республики, главной арене нашей республики. И сейчас начинается церемония награждения победителей и призеров второго дня соревнований. Весовая категория до 55 килограммов. Бронзовые награды у Натальи Черноградской, нашей спортсменки. Еще одна бронза у Рушия Камзиной из Узбекистана. Проводится красочная церемония награждения. Николай Саныч Колотко, легенда масс-рестлинга. Он будет вручать награды призерам и победителям. Да, хорошее настроение у Натальи. Надо отдать ей должное. Конечно, она ставила цель перед собой, конечно, выиграть непременно золотую медаль, но не получилось. Спорт есть спорт. Всегда есть победители, всегда есть проигравшие. Еще одна медаль у сборной Узбекистана, которая достаточно успешно выступила на этих соревнованиях. Рушая Камзина. С флагами своих стран вышли спортсменки. Но второе место у спортсменки из Венгрии Синтия Чордаш. Она выходит на вторую ступеньку пьедестала почета. Радость спортсменки из Венгрии. Ну и чемпионкой в этом весе становится Дильбара Иманканова, Кыргызстан. Иннокентий Юрьевич Григорьев, один из главных организаторов нашего чемпионата. Человек, который в последние годы активно занимался продвижением масс-рестлинга во всем мире. Тренер спортсменки Марат Раматов. Его также приглашают на церемонию награждения. Вручает памятный знак и медаль. Поздравляем чемпионку и призера весовой категории до 55 килограммов среди женщин. И в честь чемпионки звучит государственный гимн Республики Кыргызстан. Гимн Кыргызстана звучит в честь чемпионки.
Еще раз поздравляем чемпионку и призера в весовой категории до 55 килограммов среди женщин. Церемония награждения чемпионки и призера в весовой категории до 55 килограммов завершается. Да, завершается церемония награждения призеров и чемпионки весовой категории до 55 килограммов. Достаточно неожиданно, конечно, обе наши девушки, россиянки, проиграли в финалах. Церемония награждения Но таков спорт. призеров весовой категории до 65 килограммов среди женщин. We're starting the award ceremony in weight category 65 kilos among women. Следующая церемония в честь спортсменок весовой категории до 65 килограммов. Бронзовые медали. Награждение бронзовых призеров приглашается первый вице-президент Международной Федерации масс-рестлинга Иннокентий Юрьевич Григорьев. Да, Монхтуя Хуху из Монголии и еще одна спортсменка из Монголии Сарантуя Зедабазар. Бронзовой медалью награждаются Мнохтуя Хуху, Сарантуя Зидабазар, Монголия. For the third place, the bronze medal goes to Tuya and Zida Bazar Sarantuya, Mongolia. Спортсменки из Монголии получают 2 бронзовые награды в этой весовой категории. Ну и в целом сборная Монголии была очень обширно представлена на наших соревнованиях, за что им, конечно, большая благодарность. Приглашается Искендер Кенешбекович Аламбеков, член Президиума Международной Федерации масс-рестлинга, президент Федерации масс-рестлинга Кыргызстана. We're welcoming on the stage Almbekov Iskender. За второе место с серебряной медалью награждается Нараяна Трофимова, Россия. For the second place, the silver medal goes to Trofimova Narayana, Russia. Нараяна Трофимова, уроженка Амгинского улуса, занимает вторую ступень пьедестала почета в этой весовой категории. Она трехкратная чемпионка Якутии 19, 20 и 21 годов. Чемпионка России 3 последних лет. Рамиль Кабдрауфович Кабасов. We're welcoming on the stage to give the golden medal Gabasov Ramil. В весовой категории до 65 килограммов звание чемпионки завоевала Кымбат Нуржанова, Кыргызстан. And the winner of the golden medal is Nurjanova Kumbat, Kyrgyzstan. И звание чемпионки у спортсменки из Кыргызстана, еще одной спортсменки из Кыргызстана. Сегодня два золота у этой команды. Кымбат Нуржанова. Вот она перед вами. Очаровательная улыбка и, конечно же, золотая медаль. И еще раз Марат Раматов выходит получать также награды Marat. за подготовки чемпионки.
Поздравляем чемпионку и призеров весовой категории до 65 килограммов среди женщин. И в честь чемпионки звучит государственный гимн Республики Кыргызстан. Еще раз поздравляем чемпионку и призеров весовой категории до 65 килограммов среди женщин. Церемония награждения чемпионку и призера весовой категории до 65 килограммов среди женщин завершается. Далее мы переходим к 4 весовым категориям среди мужчин. Начинается церемония с весовой категории до 65 килограммов. Здесь бронзовые медали у пакистанца Али Шираза и египтянина Церемония Ибрагима награждения Элаши чемпиона Тарека. и призеров весовой категории Серебро до у 65 Бекмурзы килограммов Тактошева из среди Кыргызстана. мужчин. Ну и чемпион Для награждения Дмитрий бронзового Савин, призера Россия. на сцену приглашается Давайте первый ждем вице-президент спортсменов. Международной федерации масс-рестлинга, президент Ассоциации по национальным видам спорта и игр народов Якутии Сахада Спорт Александр Николаевич Кимкимен. We are welcoming on the stage to begin the award ceremony in the weight category 65 kilos among men. We are welcoming on the stage Kim Kimen. За третье место бронзовой медалью награждаются Али Шираз, Пакистан, Тарек Ахмед Ибрахим Илашри, Египет. For the third place, the bronze medal goes to Ali Shiraz, Pakistan, and Al-Ashri Tarek Ahmed Ibrahim, Egypt. Для награждения серебряного призера приглашается член Президиума Международной Федерации масс-рестлинга, президент Федерации традиционных видов борьбы и панкратиона Индии Амар Мухтар Тамбали. We are welcoming on the stage to give the silver medal by Tambali Amar Mukhtar. Звание серебряного призера завоевал Бекмырза Тактошев, Кыргызстан. And the silver medal goes to Taktoshev Bekmurza, Kyrgyzstan. Для награждения чемпиона приглашается член Президиума Международной Федерации масс-рестлинга, президент Всероссийской Федерации масс-рестлинга, председатель Постоянного комитета Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия по делам молодежи, физической культуре и спорту Михаил Дмитриевич Гуляев. We are welcoming on the stage to give the golden medal Gulaev Mikhail. Звание чемпиона весовой категории Дмитрий до Савин, 65 чемпион килограммов среди мира. мужчин, завоевал Весовой категории Дмитрий до Савин, 65 Россия. килограммов. And Поздравляем the golden Дмитрия, medal goes to Savin Dmitry, Russia. уроженец Тампонского улуса, трехкратный чемпион игр Манчары, трехкратный чемпион
Республики Саха-Якутия и трехкратный чемпион России. Теперь уже в звании чемпиона мира. За подготовку чемпиона награждается тренер победителя Алексей Агапов, Россия. Ну и его тренер Алексей Агапов. Winner goes to Agapov Alexei. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 65 килограммов. И в честь чемпиона звучит государственный гимн Российской Федерации. Еще раз поздравляем чемпиона и призеров весовой категории до 65 килограммов среди мужчин. Следующая весовая категория до 70 килограммов. Здесь бронзовые медали у команды Туркменистана Бегенч Реджепов, Кыргызстана Элдос Айтбаев, серебро у Али Ажара из Пакистана, ну а чемпион Валерий Никаноров, Россия, Республика Саха-Якутия. Спортсмены скоро появятся на пьедестале. Церемония награждения чемпиона и призеров весовой категории до 70 килограммов среди мужчин. We're starting award ceremony in weight category 70 kilos. Для награждения бронзового призера приглашается генеральный директор национальной вещательной компании «Саха» Олег Олегович Марков. We are welcome on the stage to give the bronze medals Oleg Markov. За третье место бронзовой медалью награждаются Бегенч Режепов, Туркменистан, Элдос Айтбаев, Кыргызстан. For the third place, the bronze medal goes to Recep Begenç, Turkmenistan, and Айтбаев Элдос, Kyrgyzstan. Генеральный директор национальной вещательной компании «Саха», которая является бродкастером нашего чемпионата мира, вручает награды бронзовым призерам спортсмену из Кыргызстана Элдосу Айтбаеву и члену сборной Туркменистана Бегенчу Реджепову. Серебряного призера приглашается член президиума Международной Федерации Масс-рестлинга, президент Федерации Масс-рестлинга Пакистана Фуркан Ахмад Хан. We are welcoming on the stage to give the silver medal Хан Фуркан Ахмад. За второе место серебряной медалью награждается Али Ажар, Пакистан. For the second Еще одна place, the серебряная silver medal медаль goes у to Ajar сборной Ali, команды Pakistan. Пакистана. Накануне мы видели также в финале спортсмена из этой страны. Сегодня также Али Ажар получает
серебряную награду. Поздравляем. Совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию и науке 7-го созыва президент Федерации масс-рестлинга Санкт-Петербурга Петр Николаевич Казанский. To give the golden medal, we're welcoming Petr Kazansky. Звание чемпиона весовой категории до 70 килограммов среди мужчин завоевал Валерий Никоноров, Россия. And the golden medal goes to Nikonоров Valery, Russia. Поднимает высоко флаг Валерий Никоноров. Сегодня он чемпион. Совсем не так много у него титулов, но и 23 года становится он чемпионом мира. За подготовку чемпиона Потрясающее награждается начало тренер спортивной победителя карьеры. Егор Кудрин, Поздравляем Россия. и его тренера Егора Nomination for Кудрина. best coach of the winter goes to Kudrin Egor. Тоже поднимается на высшую ступень пьедестала. Получает награды, медаль, что справедливо, конечно. Поздравляем чемпиона и призера весовой категории до 70 килограммов. И в честь чемпиона звучит государственный гимн Российской Федерации. Еще раз поздравляем чемпиона и призеров весовой категории до 70 килограммов среди мужчин. Церемония награждения чемпиона и призеров весовой категории до 75 килограммов среди мужчин. We're starting award ceremony in weight category 75 kilos among men. Для награждения бронзового призера приглашается президент Всемирной студенческой лиги, президент Федерации масс-рестлинга Чувашии Алексей Валерьевич Владимиров. We are welcoming on the stage to give the bronze medals. За третье место бронзовой медалью награждаются Андрош Жанас Пал, Венгрия, Беххан Амуралиев, Кыргызстан. For the third place, the bronze medals goes to Pal Andros Janos, Hungary, and Amuraliyev Bekjan, Kyrgyzstan. Спортсмен из Венгрии показал себя очень ярко на этом чемпионате, получает заслуженную бронзовую награду. Ну и, конечно, еще один спортсмен из сильнейшей команды Кыргызстана, Бекжан Амуралиев, тоже награждается медалью. Для награждения серебряного призера приглашается член президиума Международной Федерации масс-рестлинга, вице-президент Федерации бодибилдинга, фитнеса и масс-рестлинга Узбекистана Илькам Максумович Кадыров.
We are welcome on the stage to give the silver medal Kadyrov Ilgam. За второе место серебряной медалью награждается Лазизбек Абдурахмонов, Узбекистан. For the Да, second начинается place, the silver medal у нас goes to награждение спортсмена, занявшего второе место. Это спортсмен из Узбекистана Лазизбек Абдурахмонов. Тоже очень хорошие результаты у спортсменов из этой страны. Правительства Республики Саха-Якутия, председателя Организационного комитета по подготовке и проведению 4-го чемпионата мира по масс-рестлингу Сергей Васильевич Местников. We are welcome on the stage to give the golden medal Sergei Mesnikov. Звание чемпиона весовой категории до 75 килограммов среди мужчин завоевал Семен Ануфриев, Россия. The golden medal in the weight category 75 kilos goes to Anufriev Semyon, Russia. Да, председатель Организационного комитета 4-го чемпионата мира Сергей Васильевич Местников вручает золотую награду победителю в весовой категории до 75 килограммов Семену Ануфриеву. Россия. Да, и его Nomination for тренер West Coast Айсен Атастыров. goes to Atastyrov Aysen, Russia. И, конечно же, традиционно гимн в честь победителя, гимн Российской Федерации. Поздравляем чемпиона и призера в весовой категории до 75 килограммов. И в честь чемпиона звучит государственный гимн Российской Федерации. Еще раз поздравляем чемпиона и призеров весовой категории до 75 килограммов среди мужчин. Церемония награждения чемпиона и призеров в весе до 75 килограммов завершается. Церемония награждения чемпиона и призеров весовой категории до 90 килограммов. We're starting award ceremony. Medalists and prize winners in weight category 90 kilos among men. Для награждения бронзового призера приглашается президент Ассоциации масс-рестлинга Тога Дермане Аласане. We're welcome on the Ну и stage to give the перед bronze вами medals спортсмены Alassane Dermane. весовой категории до 90 килограммов. За третье место И, наверное, бронзовой главный медалью награждаются Эржан Акылбек, Главный герой второго дня соревнований Павел Черноградский. Он зайдет на высшую ступень пьедестала. Он стал единственным четырехкратным чемпионом мира. Ну а пока
Награждение бронзовых медалистов. Сборная Кыргызстана Иржан Улу Акылбек и спортсмен из Пакистана Мухаммад Алам. Очень достойные схватки показали оба спортсмена. Высочайшая конкуренция была в этом весе, до 90 килограммов. 15 спортсменов было представлено. Но и очень важно, что именно в этом весе победителем стал Павел Черноградский, который становится единственным в мире четырехкратным чемпионом мира по масс-рестлингу. Да, и серебряный медалист Русланбек Улу Ченебек. And the silver medal goes to Chulbek Ulu Ruslanbek, Kyrgyzstan. Национальный колорит, шапка, головной убор. Для награждения чемпиона приглашается министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леонид Николаевич Спиридонов. Ну и министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леонид Николаевич Спиридонов награждает Павла Черноградского. Павел Черноградский, Россия. And the winner among men in weight category 90 kilos is Pavel Chernogradsky, Russia. Ну и не забываем о том, что его личный тренер — это Николай Левич Константинов, главный тренер сборной России. Константинов, Россия. Winner of nomination, coach of the winner goes to Konstantinov Nikolai, Russia. Фотографии на память, и звучит гимн в честь чемпиона. 90 килограммов среди мужчин. И в честь победителя звучит государственный гимн Российской Федерации. Еще раз поздравляем чемпиона и призеров весовой категории до 90 килограммов. Да, это был среди замечательный мужчин. день. Мы Четвертого увидели, кроме чемпионата того, и мира по предварительные поединки в абсолютной весовой категории. Ну а финалы в абсолютных весах среди женщин и среди мужчин мы с вами увидим завтра в 15:00 в прямом эфире телеканалов НВК Саха и Мамонт. С вами были комментатор Степан Посельский, режиссер прямой трансляции Радомир Томский, вся съемочная бригада национальной вещательной компании Саха говорит вам до свидания. Мы не прощаемся. Завтра увидимся, друзья.